Доброе утро, дорогая церковь, рад вас всех видеть. Кто заметил, что у нас есть небольшие перемены? Кто-то заметил? У нас там столов добавилось, какие-то штуки всякие. Если кто не заметил. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Благословим это собрание. Помолимся, прославим Господа и будем совершать то, ради чего мы пришли, к богослужению. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать, за это солнце, которое есть, за мирное небо над нашим городом. Мы просим Тебя, Господи, благослови это собрание, как мы его сейчас благословляем. Каждого человека, который находится здесь в зале, а также всех людей, кто будет смотреть нас в трансляции, может быть, слышать записи. Господи, отдаем это собрание в Твои руки и просим Тебя, Господь, Ты двигайся как хочешь и делай, что Ты хочешь. Ты глава этой церкви, поклоняемся Тебе и ожидаем от Тебя, Господи. Ты живой Бог. У Тебя есть что-то на каждый день для нас. И мы просим Тебя, Господи, чтобы никто не ушел равнодушным, но что-то получил сегодня, Господи. Если нужно утешение или ободрение, пусть оно будет, Господи. Мы просим Тебя, Господь, восполни также наши нужды и дай нам послужить друг другу. Используй нас, Господи, как Ты хочешь. И вся слава пусть будет Тебе. И весь Божий народ сказал. Аминь. Еще раз доброе утро. У нас есть небольшие перемены, поэтому если что-то пойдет не так, сразу не бросайтесь стульями. Подождите до конца, все будет хорошо. Я узнавал. Давайте мы прославим Бога. Греха проклятие, кто любит вечно.
Самые благодатные, удивительные и славные. Аллилуйя, воздаемся слава, Господь, мы славим Тебя. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя, ты в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение призываешь, что славит мне, где бы ни был, что ты делал, я пою Тебе. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя, ты в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне, где бы ни был, что ни делал, я пою Тебе. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать. Я хочу за все Тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать. Я хочу за все Тебя благословлять. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя. Благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое.
надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы доверяем Тебе, Господь. В каждом дне Ты можешь доверять Богу. В любой ситуации доверься Ему. Господь с Тобой, Он всегда с Тобой в любых обстоятельствах. Спасибо, наш Бог. Аллилуйя. Твоя милость бесконечна, навсегда я в надежных руках. С момента пробуждения и до заката дня буду петь, как Ты любишь меня. Огонь меня проводишь, Твои слова, в них надежда моя. И нет отца прекрасней, и друга нет верней, и я живу в благодати Твоей.
сделать? Господу воздать хвалу. И я думаю, что наш Господь заслуживает таких бурных аплодисментов. И сегодня было у нас особое звучание. Наконец-то у нас пришло новое музыкальное оборудование. Вы чувствуете, да? Хочется сразу танцевать. Давайте Богу воздадим славу, потому что Он дал эти возможности, чтобы все приобрести, расположил сердца. Благословляем просто все это оборудование, наших драгоценных служителей, прославления. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Господь. Мы просто начинаем эту молитву со слов благодарности к Тебе за то, что Ты ведешь нас от славы к славе, Господи. Потому что мы действительно хотим все делать как для Господа в своей жизни, делать во славу Твою. А Ты, Царь царей, достоин всего самого лучшего. Самого лучшего. Пусть наши сердца открываются для того, чтобы входить в Твое присутствие, славить, поклоняться Тебе из духа просто своего. Аллилуйя! Дорогой Господь, мы преклоняемся пред Тобой, преклоняем свои сердца. Да святится имя Твое, Господи, которое мы благословляем, чтим, благоговеем пред Тобой, наш Бог. Слава Тебе и хвала. Благодарим Тебя за этот день, чудесный день. За каждый день благодарны Тебе, потому что это подарок. Подарок для нас, Господи. Спасибо Тебе и за солнышко, и за дождь, Господи. В Твоих руках, Господь, все ключи от всех хранилищ, от всех кладовых, Господи. И Ты даешь вовремя и дождь, и снег, и ветер посылаешь. Боже, благодарим Тебя, что все в Твоих руках, и мы в Твоей руке, Господи. И Ты сказал, не оставлю и не покину. Боже, мы так благодарны Тебе, что Ты Бог верный, что Ты Бог благой, что Ты Бог святой, Бог человеколюбивый, Бог милости, много милостивый, милосердный, истинный. И это Твоя природа, и это Твое естество. И Ты не можешь отречься себя. И поэтому мы можем стоять на всех Твоих обетованиях, Господь, твердо стоять и знать, что они во Христе Иисусе все да и аминь. Господи, если мы чего-то не имеем, вопрос не в Тебе, вопрос в нас. Мы просим Тебя, чтобы Ты укрепил веру нашу, поднял на новые высоты, Господь, доверие к Тебе, чтобы мы могли стягивать небеса на небо, на землю, чтобы действительно на земле было, как на небе, чтобы мы были не свет от свет Твой, несли Царство Твое, распространялось оно во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя церковь сияет, Господь, сияет славой Твоей, Господи. Пусть она будет такая, как Ты желаешь видеть, Боже. Ты работаешь со своей церковью и очищаешь ее. Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя за каждого брата и сестру. Благодарю за этих верных, за этих жаждущих познать Тебя, искать лица Твоего. Слава Тебе и хвала, Господь. Мы так благодарны Тебе, что мы можем приходить, Господь, в Твое присутствие всегда, Господь. 24/7 мы можем быть в этом присутствии Твоем, Господи. Спасибо Тебе. И прямо сейчас, как церковь, Господь, мы просто склоняемся пред Тобой. Мы приходим в этот Твой шалом, в этот Твой мир, Господи. Мы приходим, Господь, чтобы отдать все свои заботы, сложить у ног своих. Ты сказал, идите ко мне, все нуждающиеся и обремененные. Если вы нуждаетесь, если у вас есть какое-то бремя, если у вас есть какая-то неразрешенная проблема, мы сейчас прямо складываем это все у ног Христа. У ног Христа. Победа там, на кресте, она уже была получена. Нам только нужно протянуть руки веры и взять это, то, что принадлежит нам, детям Божьим. Исцеление во имя Иисуса Христа, освобождение во имя Иисуса Христа, благодать Божья в каждом деле, в каждой ситуации во имя Иисуса Христа, победа Господа в любом дне. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты приготовил для нас, Боже. Благодарим Тебя. Мы принимаем это, Господи, принимаем. И пусть финансовые потоки, Господи, они изольются на народ Твой. Народ не должен быть нищенствовать, не должен быть бедный, Господь, но мы должны
иметь из чего уделить нуждающимся. Мы должны быть благословением, Господь, а не ходить с протянутой рукой. Да придут это финансовые потоки, Господь. Да будет мудрость Твоя у народа Божьего и разум Твой у них во имя Иисуса Христа. Благословляю разум каждого, сердце каждого, брата и сестры, Господи. И благодарю Тебя за каждого. И мы сейчас, Господь, благодарим Тебя за лидеров наших, Господь, которые хоть что-то делают, Господь, на ниве Божьей и желают большего. Благодарим Тебя за пастыря, благодарим Тебя за епископа, благодарим Тебя за каждую церковь в Якутии, Господи. Да будем мы едины, как Ты един. Да будем мы покрывать друг друга любовью во имя Иисуса Христа. И да распространяется Твое Царство, Господи. И да становится все краше и краше наш город Якутск, Господи. Благоденствует во имя Иисуса. Да благоденствует наша республика, Господи. Твоя земля во имя Иисуса. Мы все это, Господи, благословляем. Благодарим Тебя, Господи. Славим Тебя за все. И да все будем делать, как для Тебя, отныне и вовеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие, я хочу сразу, вы садитесь, пожалуйста, сразу заодно чуть-чуть с вами поделиться. На этой неделе удалось реализовать желание сердец, сделать молитвенный выезд. Это желание у нас появилось еще на ночном видении. И вот на этой неделе 5 сестер из нашей церкви арендовали дом в Ключабакинском мысе на 2 суток. И мы сделали, где мы там чудесно провели время с Господом и друг с другом. Вы знаете, хочу сказать, что это действительно был праздник для духа, души и тела. Бог нам дал такое устройство и такую благодать во всем, что, знаете, вот эта песня «Благодать Христа льется на меня, льется от престола», она непрерывно, непроизвольно, то и дело слетала с наших уст. Хотелось петь и хотелось славить Бога. Чем же мы там занимались на этом молитвенном выезде? Я думаю, вы понимаете, чем. Мы пребывали в Божьем присутствии, пребывали в Его покое. Ни в чем не было спешки, ни в чем не было суеты. Мы молились за разные нужды, за церковные, за личные нужды. Мы славили Господа, мы читали Слово, разбирали, мы пророчествовали. Мы даже нашли пророческий автобус из давнишнего сна нашего пастора, вы его увидите сегодня. Мы принимали хлебопреломление трижды. Один из них это был на реке Лена. Мы общались, естественно, друг с другом, от сердца к сердцу. И Господь скрывал то, что было в глубине сердец спрятано. И это сокровенное, оно назидало нас тем, что делились сестры. Водички вы немножко. Я тоже говорю. Водички нет. Пока. И знаете, по ходу мы освобождались от всего того груза, который накопился. Поэтому все было во славу Господа. Что мы еще делали? Мы весело отдыхали, драгоценные. Отдыхали, наше тело тоже хочет отдыхать. И душа наша хочет петь. И наслаждались просто красотой творения Божьих. Мы много фотографировались, и поэтому сегодня покажем краткий видеоролик. Где же мы были? И еще что мы делали? Мы вкусно ели. Вкусно ели. И знаете, итогом нашей поездки, что же стало итогом? Мы сблизились друг с другом, познали с другой стороны каждого. И самое главное, мы наполнились Божьей любовью. Мы наполнились Духом Святым. И у нас появилось такое желание служить и вам, драгоценные, на этих выездах. Поэтому мы предварительно
Мы предварительно составили несколько групп тех сестер, которых мы предлагаем. Горлышко у меня не болит, почему-то закашляла, не знаю. Мы составили несколько молитвенных групп сестер, в которых мы собираемся все-таки пригласить на такие выезды. Пригласить. И знаете, уже забронировали дом на берегу реки на 19 июня. Июля, да. Вообще мы планируем выезжать небольшими группами, 5-6 человек на одни сутки. То есть 2-3 служителя этого служения. Я и Светлана будем постоянные служители, кого-то будем брать еще как служителя. И 3 сестер, которым мы будем непосредственно служить в течение этих суток. Какой будет формат? Он может быть разный, место проведения тоже будет разным. Господь все усмотрит, мы просто доверяем Ему. Что касается финансовой части вопроса, то некоторые поедут совершенно бесплатно, но это некоторые. Основная масса поедет за 50% всего стоимости, и только служителя этого служения поедут за 100%, так как мы будем вкладываться в это служение. Поэтому есть к вам предложение или такая просьба, если у кого-то будет когда-либо, хоть раз, хоть два-нибудь, возможность увезти и привезти вас на место за город, будем очень благодарны. Бензин мы оплатим, потому что такси тоже дорого стоит. Вот. Пока мы начнем со служения сестрам. Но это не значит, что наши братья, наши драгоценные семейные пары останутся вообще навсегда за бортом. Ничего подобного. Я думаю, что Господь смотрит, и служение оно расширится братьями-лидерами, и все сложится. Какую же мы видим цель служения? Мы видим в том, чтобы прежде всего послужить детям Божьим. Быть сосудами, через которые может изливаться Господь. Чтобы там, на выезде, нам всем вместе взыскать лицо Божье. Пережить реально Божью любовь. Наполниться Духом Святым. И чтобы пришло обновление в дух, душу и тело. Итак, смотрим видеоролик.
Слава Богу. Можно наоборот включить вот свет, который, да, чтобы меня видно было, хотя бы чуть-чуть. Не то чтобы я такой маленький, но все равно. Еще раз доброе утро, рад вас всех видеть. У нас звук другой, да, и немножко непривычно. Я не знаю, кто-то заметил вообще разницу? Нет? Да? Я просто на общем фоне понял, что нам нужно менять колонки, спикеры. Теперь я понял, что они звучат не очень хорошо. Но мы еще идем только к этому. Вот. Совсем разобраться. Я хотел поблагодарить ребят, кто, знаете, мы вчера они проторчали здесь весь день. И один человек, это вообще, с которого все началось, это он составил список, который мы постепенно закрываем, и до сих пор еще не закрыли. Причем он, знаете, очень скромный список составил, учитывая наши нужды, потому что у нас нет государственного финансирования, и бюджет у нас чуть-чуть поскромнее, чем у Клуба культуры. Ренат, огромное спасибо. И второй молодой человек, Коля. Знаете, я сейчас, когда вот говорил это, помните фильм такой «Москва слезам не верит»? И на самом деле фильм, спорный в плане, как вы знаете, женщина одинокая, разведенная или там брошенная, она встретила по факту алкоголика запойного, которого играет Алексей Баталов, и он очень обаятельный артист, и там все это. И в какой-то момент она лежит, и она говорит: как же долго я тебя искал. Вот сейчас я Ренату говорю: как же долго я тебя искал. Не в том смысле, что... Ну, в общем, понимаете. У нас добрая традиция на каждом собрании. Мы как-то немножко у нас сегодня выбилось из расписания, мы посмотрели ролик. Добро пожаловать. Я думаю, что любые выезды это здорово. Особенно у нас лето, оно такое короткое, поэтому вы замечаете, у нас многих людей нет. Многие уехали какие-то куда-то на рыбалки, на сплавы. 10 человек из нашей церкви, вы знаете, уехали на... Как называется, в Ижевске слет «Царские охотники», который проходит раз в 5 лет, на них добрались. Вчера начался там лагерь, отправляли фотографии, и все, и пропали. И больше вы знаете, что у меня обе дочери там, и видимо, все хорошо. То есть но то, что было, я, наверное, понимаю, почему там такой снос, не слабый был. Организация быта очень замечательная, все классно сделано. Вот. Но, тем не менее, у нас добрая традиция. Мы приветствуем друг друга уже, как-то не хочется мне сегодня ее нарушать. Давайте мы возьмем пару минут буквально. Если вы видите человека первый раз, или вы видите человека, которого вы давно не видели, скажите что-нибудь хорошее. Благословите его. Уже можно вставать, уже можно идти. Буквально несколько... То есть благословение — это... современным языком сказать что-то благое или хорошее. Поэтому скажите что-нибудь хорошее. Как ты хорошо выглядишь, как я рада тебя видеть.
А я говорю, да лучше, Хорошо, пока у нас все это происходит, можно детей позвать. У нас куда дети все подевались? Мы за них также молимся, благословляем. Дети, подростки, если есть, выходите, позовите всех снизу. У нас есть еще подростки? Куда они все подевались? Все разъехались? Хорошо, у нас добрая традиция. На каждом собрании мы благословляем детей и подростков. Сегодняшний день не исключение. Давайте мы также благословим, помолимся за них. Хорошо? Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, кто находится здесь, а также за всех многих тех, кто в отъезде где-то отдыхает, куда-то уехали, они в нашей церкви, но их здесь нет сейчас. Всех приносим перед Тобой и просим Тебя, Господи, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни. Господи, особенно просим Тебя за всех, кто поступает в этом году, подростки. Господь, направь их мысли, направь, чтобы они выбрали ту специальность, тот вуз, где они смогут учиться, где это не пропадет даром, но пойдет им на пользу. Просим Тебя для каждого, Господь, дай человека, на которого они смогут опереться. Пусть будет надежный друг, надежный товарищ у каждого, Господь, который также будет оказывать на них положительное влияние, Господи. И мы просим Тебя, Господь, пусть каждый из них в свое время выберет Тебя, выберет жизнь осознанно. И чтобы каждый из них помнил, что бы ни происходило, всегда есть Небесный Отец, к которому можно прийти, попросить, и ты слышишь, и ты отвечаешь. И есть Твоя защита и Твое благословение. Пусть будет так. Аминь. Все, дети, можно спускаться. Кто идет на детское. И да, присаживайтесь все. Также мы в понедельник, вот завтра, мы будем продолжать наш ремонт по зданию. То есть не только музыкой и прославлением единым живы, да? Но нам нужно закончить многие вещи. Вы знаете, что мы должны закончить кабинет, мы должны закончить кровлю, которая у нас протекала. Правда, не знаю, если будет такой ветер, кто вообще будет этой кровлей заниматься, то, я думаю, всех поздувает или крышу поздувает. Но вспоминайте в молитвах. Также нам нужно докупить кое-какие вещи еще. Мы не закончили. Это только лишь жалкое начало, вы знаете. То есть я верю, что у нас будет вообще все хорошо. На все нужно время, деньги и люди. И нам нужны люди, вы знаете, вот у нас, я, конечно, Ренату очень благодарен, но, к сожалению, он не сможет приходить, наверное, каждое воскресенье. Я к чему это говорю, что нам нужен звукорежиссер, и не один. Нам нужен будет человек, который отвечает за свет, потому что, света пока нет, но он будет. Я в это верю. И также за видеотрансляции. Поэтому, если что-то, когда я вот сейчас перечислял у вас где-то внутри ёкает, на самом деле нет ничего сложного. Это, конечно, я не знаю, чему учат 5 лет на звукорежиссера, но чему-то, наверное, учат. То есть звуковая волна и так далее. Но это не ракетная наука какая-то. Было бы желание. То есть можно и Зайцева учить на барабане стучать, да? Наверное, я к тому, что было бы желание. Если есть желание учиться, желание участвовать, добро пожаловать. Хорошо, и сегодня
я хотел поделиться с вами таким словом, и я думаю, что уже неоднократно говорилось об этом в церкви, но есть определенные темы. Знаете, я бы, наверное, каждый год поднимал какие-то вещи. И одна из таких тем – это о том, как важно быть благодарным в жизни вообще за то, что происходит. И благодарность – это прямо, это очень важно. Мне кажется, у меня ривер какой-то, нет? Может, его чуть-чуть где-то, ривер убрать? Музыку тоже можно убрать, да, наверное, можно убрать сейчас как бы на основную тему. И я вспоминаю времена, когда, вы знаете, вот, например, я разговариваю со старшим поколением. Я вообще с ужасом понимаю, что я уже тоже как бы начинаю переходить в старшее поколение. Особенно, когда с утра в зеркало смотришь. Как в том анекдоте, знаете, что вроде бы всю ночь спал, утром встал, к зеркалу подошел, как будто всю ночь пил, гулял, непонятно где шлялся. В молодости было немножко по-другому, еще буквально 20 лет назад. Можно было всю ночь не спать, утром подходишь и как будто всю ночь спал. К зеркалу. Но интересная вещь происходит. Вы знаете, я вспоминаю те времена, я не такой как бы старый, но я помню еще советские времена, когда учился, я вот здесь заканчивал школу 27-ю, недалеко, здесь, да, и вы знаете, люди жили небогато, так скажем, но при этом, при всем уровень счастья, я не скажу, что он был меньше. Знаете, люди были довольны. Может быть, я был молодой, мне казалось все такое, но мне кажется, что нет. Мне кажется, сейчас я слышу больше недовольства и жалоб на всякие вещи. И происходит парадокс. Потому что я понимаю четко, что в России народ никогда не жил так хорошо, как сейчас. В материальном плане. Никогда такого не было. Я еще вспоминаю, знаете, например, бабушек и дедушек. То есть у меня вот бабушка, они бежали с Поволжья во время голода. По-моему, прабабушка. У них из, по-моему, 8 детей или из 11 детей доехало только 3, остальные от голода умерли. Как бы в поезде, пока они там в Сибирь ехали. Люди от голода умирали еще буквально 2 поколения назад. Сейчас как бы у нас, никто от голода не пухнет. Есть, как бы, да, иногда человек голодает, но чтобы, знаете, я еще помню те времена, когда там рахитики были, знаете, когда дети, нереально от голода пухли где-то. Нет сейчас такого. Тот уровень материального достатка, который есть, никогда такого в стране не было. Я понимаю, что люди жалуются и говорят, как все плохо, но в пятницу из города невозможно выехать, потому что народ живет так бедно, что у каждого по 2 машины в семье. Может быть, они какие-то не Роллс-Ройсы, конечно, но тем не менее есть колеса. Я помню те времена, знаете, в 90-е. У меня был УАЗик, это была одна единственная машина в церкви. И мы куда-то возили аппаратуру, грузили, потом обратно, потом появилась там 2 у кого-то. Но они были наперечет. Сейчас, когда у нас люди приходят, нам проканаться негде. Я хожу в магазин, там ругаюсь, что поставьте машины вот так, чтобы их поперек не надо ставить. Уровень благосостояния, он растет. Да, мы как бы, может быть, не замечаем этого, но это неоспоримо. Вы согласны? В связи с последними событиями, может быть, кто-то может сказать, у нас там вот, как уже мем такой, да, пармезана нету, итальянских сыров каких-то там обрезали и так далее, но вы понимаете, о чем я? Никогда еще в России люди не жили так хорошо. У меня родители еще, я вспоминаю, знаете, отец рассказывает, я этого не помню, в 50-е годы он, бэйби-бумеры, родился сразу после войны, 50-го года рождения. И он говорит, что они там, или у мамы в семье там 5 детей, и они по очереди там, например, сыновья носили ботинки, потому что ботинки были одни. Или кто-то ходил босой.
И их дети уже, одно поколение прошло. 50-е годы, это совсем недавно, да? Мы уже росли, но у нас не было такого. Ну, в Якутии вообще как-то босиком не очень, особенно зимой. Ну, валенки какие-то, они всегда были, да? Но сейчас, вы знаете, у нас есть центр помощи, который также организовали люди с нашей церкви, да, вот Help ЕКТ, и они принимают тоннами. Я не преувеличиваю, каждый день там по 250 килограмм вещей они принимают, и они распределяют, раздают. То есть люди приносят вещи, которые им не нужны, там не принимают какое-то, ну, совсем обветшалое что-то. Я к тому, что уровень благосостояния, он растет. Вы согласны? Мне уже не надо вас дальше убеждать. Что мы все-таки на самом деле, благосостояние людей, оно увеличивается. Отпуска, в которые люди ездят, раньше это было прям событие куда-то выехать, там, да, на Черное море. Сейчас как бы Турция, ну как-то, ну сейчас опять, да, тренди, наверное. Но настало такое время, что, да, ну что, в Турцию я не поеду, я поеду куда-нибудь там, надо в Юго-Восточную Азию куда-нибудь. При всем при этом, хотя уровень он растет, но люди чувствуют себя хуже. Они чувствуют себя несчастнее, они жалуются. И на самом деле в западных странах ситуация, она очень похожа. Америка, наверное, самая состоятельная страна в плане благосостояния. Ну, до недавнего времени было. Я просто помню, я был студентом, и мы приходили, там у меня у товарищей, у знакомых, ну, была такая неблагополучная, братья у него были. Они наркоманы были, там выпивали и всякое такое. И, ну, у них есть такое выражение на английском «белый мусор». Ну, то есть они были белые, но жили как ну, не то что бомжи, ну, неблагополучные семьи, вы понимаете, да, о чем я? Когда приходишь домой, то, что там было, знаете, на фоне наших 90-х, это ковровое покрытие, в каждой комнате по телевизору, всякие видеомагнитофоны, это вот, ну, неблагополучные люди так живут. В принципе, можно пойти на помойку и найти что-нибудь, как бы. То есть уровень благосостояния, он очень отличался. Но там еще все хуже. Количество несчастных людей или количество людей, у которых впадают в депрессию, знаете, по соцопросам, я вот российскую статистику не мог найти, но 25% на Западе, где уровень благосостояния еще выше, они периодически чувствуют себя несчастными, они впадают в депрессию. То есть 10% ориентировочно у них ежегодное, то есть как минимум какой-то вот депрессняк наступает. Период, который требует медикаментозного лечения. Ну вообще там ходить к психиатру очень модно, наверное. То есть нормально спросить, а что говорит твой психиатр? То есть у каждого человека должен быть какой-то мозгоправ, который тебе что-то там рассказывает. И на самом деле продолжительность жизни, она также выросла просто драматически. Еще совсем недавно младенцы, они умирали, вот буквально там пару поколений назад. Детская смертность была большая. Мужчины вообще, не знаю, там, если до 50 дожил, уже долгожитель. Уровень он растет. Все меняется, вроде бы к лучшему, но люди чувствуют себя несчастными. И я не помню, кто это сказал, знаете, это парадокс цивилизации. Кто-то таким вот образом сформулировал это, что чем больше или чем лучше люди, они живут, чем больше у них есть, тем несчастнее они себя чувствуют. И это то, что мы наблюдаем в нашей стране. Я понимаю, что у нас произошла смена политической формации, да? У нас изменился строй, раньше были какие-то идеи социалистические, коммунистические, всеобщие и так далее. Я сейчас не даю никаких оценок, хорошо это или плохо. По факту это было, это людей объединяло. И, наверное, людям нужно что-то, ну, помимо каких-то материальных вещей. В этом тоже, да, есть какая-то доля правды. Но
Знаете, как был такой римский мыслитель, оратор Цицерон, он говорил, что величайшей из добродетелей является благодарность. И это не просто величайшая из добродетелей, но это и родительница всех остальных добродетелей. Я могу из своей жизни сказать, что если человек, он неблагодарный за то, что у него есть, ничего хорошего в жизни у этого человека нет. Потому что уровень того, что ты имеешь, уровень, он не влияет на то, как человек он благодарен. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Знаете, как-то вот из всех, когда вот сейчас открылись страны, и нужно было ездить куда-то в туристические поездки, и вот когда открылся только Таиланд, и все приезжали и говорили: тайцы такие классные, они все с поклоном делают, они такие благодарные, они там все вот это вот. И вы знаете, и потом, как бы вот эта цивилизация, она их испортила. Они стали больше похожи на вьетнамцев. Опять же, я не хочу, да, я не клейму, как бы народы, да, вот так прямо. Но вы понимаете, ты приезжаешь, и когда тебя пытаются ободрать как липку, за каждый шаг, за каждую покупку, как-то это не очень. И вот эти вот в Камбодже, там люди живут очень бедно. Там недавно вот война была, Пол Пот, очень много инвалидов. Там, знаете, как называется, страна $1. То есть за $1 можно, или там вот, есть такое вот озеро, там, том леса. Там дети в тазиках плавают, туристам пристают и кричат там $1, как бы дай. Но насколько они довольны и благодарны. И я к чему это говорю? Что уровень благосостояния на это не влияет. Даже наоборот. Казалось бы, когда у человека меньше, и он как-то спокойный. Есть много причин, и мы, знаете, наверное, сейчас посмотрим, знаете, как Кант говорил, есть такой философ, Эммануэль Кант, который, могила его находится в Калининграде, вы знаете, он там жил. И он говорил, что неблагодарность – это сущность подлости. На самом деле сильные слова, и я как-то уже приводил пример, я читал, подписан в Телеграме на, я не помню, кто это был, это то ли Маргарита Симонян, которая возглавляет агентство Russia Today, либо это кто-то вот из корреспондентов Первого канала. И она делилась такой историей, что у них в семье ей с мужем дали путевки в всероссийский лагерь Артек. Но у них уже были запланированы на лето, там какие-то планы были, и их дети, они ехали куда-то, в другое место. И она предложила, у них была дома работница, которая приходила, она там упиралась, она сидела иногда с детьми. Она говорит: давай благословим, вот как бы подарим путевки нашей домоработнице. И, представьте, то есть женщина, она ходит, она там работает, голову не поднимает, как бы у нее несколько там квартир подрядов, тянется. Я так понимаю, мужа не было, чтобы детям дать образование, вкладывается в это все. Ее благословляют вот такими вот путевками. Она отправляет 2 дочерей в Артек летом. Если кто-то... Сейчас вообще на самом деле туда можно попасть, но там, знаете, на сайте отдельно ты заполняешь достижения, нужно там какие-то олимпиады иметь, еще что-то. Сейчас даже коммерческие путевки перестали продавать. Туда нельзя за деньги поехать. Раньше можно было, путевка стоила в районе 100 тысяч. Здесь на 2 детей ей дали путевки, дети поехали. Туда приезжают космонавты, все знаменитые артисты и так далее. Это лагерь номер 1 в стране, у нас. И вот дети ее отдохнули, смена закончилась, смена длится 21 день, они вернулись, и женщина пишет, корреспондентка: меня все подмывает, спросить, как прошло, потому что она ходит и ничего не говорит, она приходит, убирается, и говорит: первый раз уже пришла, я знаю, что дети вернулись второй раз, меня все подмывает, я к ней подхожу и говорю: как вообще было, расскажи, классно? И вот эта вот женщина, домработница, говорит: да какой классно, да вообще все плохо. Что случилось? Он говорит: там, когда они были, там, в общем, в лагере, там можно каждому ребенку, кто
находится, ему дарят кепку, ну или тогда дарили кепку и, по-моему, футболку с названием отряда, там разные отряды. Все остальное там можно еще докупить, например, в магазине, но вот эти вещи, они бесплатно, они уже в путевку входят. И вот им подарили эти кепки и футболки, и обратно они ехали домой на поезде, вышли из поезда, и панамки эти они забыли. Это все, что она вынесла вообще, это все, чем она могла поделиться. Никаких, знаете, вот то, что вообще она смогла детей отправить бесплатно в лучший лагерь в стране, они панамки забыли. Она была недовольна. Я думаю, что это, знаете, может быть, каждый встречал такого человека в своей жизни. Всегда можно найти что-то плохое. Я вам еще один такой пример приведу. Вы знаете, у нас в церкви есть 2 человека, которые выиграли машину. Да? Ну, Любовь Николаевна, это 1 человек. Я вам по секрету скажу, потому что раньше только так рассказывал. У нас Маша приходит, у нее близняшки, вот девочки и еще. Она тоже выиграла машину. И если бы был 1 человек, да, еще, ну, как бы случайность, ну, когда 2. И вот Маша, у нее вообще такая история. Она, это какая-то заправка у нас вот есть, они разыгрывали автомобили. И вот ей нужен был автомобиль новый, она говорит, я вот еще помолилась, там нужно было заправляться, брать чеки, и потом эти чеки, они участвовали в розыгрыше. И вот она получила автомобиль. Новый, абсолютно. Ну, Любовь Николаевна тоже выиграла. Причем Любовь Николаевна, она такая, как обычно, на позитивной волне. Она говорит, мне уже позвонили, она такая, я, говорит, все знала, что я выиграла, она была уверена, куда прийти, где получать. То есть, ну, это Любовь Николаевна, вы понимаете. А Маша, она была немножко по-другому, да. Она говорит, когда ей позвонили, это был прямой эфир. Она подумала, что ее кто-то разыгрывает, или мошенники, бросила трубку. Она сидела в цирке и говорит, не звоните мне больше. Ну, в таком духе. Вот я хочу вам рассказать пример, что, знаете, есть такая телеведущая Опра Уинфри. В Америке она очень популярна, темнокожая женщина. У нее есть своя телепередача. В России как-то я не замечал, может быть, по кабельным каналам. Но она там больше, чем в 100 странах трансляции ее идут. И вот представьте, и она такая, знаете, ну, даже не знаю, с чем ее сравнить, но суть в чем, очень популярна. И вот она проводила опрос, выбрала 276 зрителей, у нее помещается, она выбрала 276 семей. То есть был конкурс, и люди писали, у кого плохой автомобиль. И в Америке иногда, знаете, ну, автомобили бывают совсем очень древние, расстояния большие, километраж большой. И вот 276 семей, которым нужен новый автомобиль, она сказала, что мы на передаче разыграем 12 новых автомобилей. В смысле, подарим. 276 семей приехали, они там кого-то выбрали, какой-то барабан был. 11 семьям, 11 человекам они подарили новые автомобили. И потом, вот, внимание, 12-й остался, всем вынесли по коробочке, по такому. Все остальные люди в зале, им вынесли коробочку темную. И она говорит, в одной коробочке лежат ключи от 12-го автомобиля. И все такое, знаете, пауза, они умеют драматизм нагнать. И нужно было открыть коробочку, и все открывают, коробочку ищут ключи, и у каждого лежат по связке ключей. И она начинает кричать, каждый получает автомобиль, каждый. И там такое сумасшествие просто. Вот все 276 человек, которые пришли на шоу, они получили по новому автомобилю. И прямо такая радость и так далее. Но, знаете, интересная вещь, что происходило потом. Она потом делилась. Оказалось, то есть как бы были покрыты, вот знаете, в каждом штате есть налог на продажу. Это было закрыто, за людей заплатили там и так далее, но государство все равно требует, не-не-не, то есть у тебя благосостояние повысилось, нужно заплатить налоги. Вот Маша, она тоже жаловалась, как бы так, ну, нужно было заплатить 13%, по-моему. Вот с того, что 13? Вот я не знаю, или Маша 30%. Ну, то есть, если автомобиль стоит 1 300 000, надо как бы выложить. А здесь, то есть в Америке это тоже такие не слабые это, плюс страховка на автомобиль, там страховки очень дорогие, у многих страховки выросли и так далее. И некоторые из людей, они конкретно писали, они жаловались, и кто-то устраивал скандал. И говорил, что мы считаем, что нам должны быть выделены деньги для того, чтобы покрыть все эти расходы наличкой.
Знаете, я прочитаю цитату одного человека в 19 веке. 19 век. Писал следующее. В общем, истинно то, что все, что требуется, чтобы сделать людей забывчивыми к тому, что они должны Богу за любое благословение, это то, что они должны получать это благословение часто и регулярно. Если ты что-то получаешь на постоянной основе, ты не воспринимаешь уже это как какое-то благословение. Ну что, нормально, у меня всегда это было. Хожу на своих двоих, дышу своими легкими. Я недавно смотрел, знаете, помните, у нас такой Иван Костомаров, фигурист, который подхватил пневмонию. Я как сказал, я сказал Роман. Нет, я сказал Роман. Может быть, и да. Роман Костомаров, он, ну не суть. Суть в чем, что он еще вот участвовал там в каком-то ледовом шоу, совсем там. У него, да, пневмония, потом дальше у него кровоснабжение начало там падать, он впал, его ввели в кому, пошла гангрена сначала на руке, на одной, на второй ему удалили кисти, потом ноги, ему удалили ноги как бы ниже колена. И вот недавно, знаете, его выписали из больницы, он стоял и благодарил врачей, которые боролись за его жизнь, которые спасли его, он уже на 2 протезах. Как бы, ну, здесь еще бинтики намотаны, да, культяшки висят. Но у него были слова благодарности. Он не впал в уныние, он не говорил, что все плохо, но он был Он мог лишиться жизни вообще. На самом деле это чудо, что он вообще выжил, что его вытянули с того света. И вместо того, чтобы проклинать врачей, которые отняли у него конечности, он был благодарен им за то, что они спасли ему жизнь. Я вам скажу, что не каждый человек способен вообще на это. И был такой прямо репортаж, видео, там много врачей, потому что и хирурги, которые стояли, и врач, который вел. Но я что хочу сказать? Каким образом, как нам жить так, чтобы нам вот не попасть в этот парадокс прогресса? Как нам не стать неблагодарными и не очерстветь вообще ко всем благословениям, которые у нас есть в жизни? Как нам не потерять это? Потому что это возможно. У меня пример такой, еще один приведу. Я уже как-то рассказывал, у меня был товарищ, давно мы не виделись, когда-то, давно уже совсем. Он работал здесь резчиком печатей в том числе, он изготавливал печати. Вы понимаете, да, каждая организация имеет печати, еще что-то. И вот в один прекрасный день он сидит у себя в типографии, что-то режет. Врываются вооруженные до зубов полицейские с автоматами, валят его на пол, скручивают ему руки, увозят и сажают его, закрывают его. Никто ничего не говорит, никаких ни допросов, ничего, проходят сутки, вторые, потом третьи. Его вызывают, извиняются и выпускают. А вы знаете, он такой был, вот я вам пример просто приведу, у нас Зоя тогда родилась только. Вот он приходит ко мне домой, у нас Зоя такая маленькая бегает. Обычно же все приходят, умиляются, там дети, там всякое такое. Он так постоял, посмотрел. Мы приходим, и она выбежала такая, папа пришел. Там на ноге виснет, там радуется, он так на это все смотрит. Вот в чем, говорит, смысл? Вот вырастут, уедут и письма писать не будут. И он весь в этом был, понимаете, вот он постоянно ходил, ворчал, вечно всем недоволен был. И потом он пропал. Потом я его встречаю, он говорит, слушай, такая история произошла, вот там схватили, закрыли, и потом выпустили. Я, говорит, иду, солнце светит, небо голубое, трава зеленая. И знаете, у него поменялся радикально взгляд, и он говорил, что я уверен, что каждого человека нужно хватать, сажать, вот так ничего не говорить, чтобы у тебя привился вкус к жизни. Но крайние меры, да? Да, лучше не надо. Как нам воспитывать вот это? Я верю, что это можно. Знаете, как нам воспитывать благодарное сердце? Вот сегодня я хотел поговорить об этом. Я бы хотел выделить, знаете, вот несколько пунктов таких,
Что мы можем делать, чтобы воспитать благодарное сердце в себе? Чтобы не доходить до крайности, чтобы Богу не нужно было. Вот ему это надо было. Слава Богу, все хорошо закончилось. Там что получилось? Просто извинились перед ним. Кто-то что-то подделывал, по каким-то там подозрениям были, потом разобрались. В общем, он был не при делах. Но для него это был такой отрезвляющий момент. Итак, чтобы нам воспитывать благодарное сердце, прежде всего, первое, что нам нужно, знаете, вообще нам нужно во всем, нам надо поменять фокус. То, на чем мы сосредоточены. И первое, это нам нужно просто сместить наш фокус, наше сосредоточение с того, чего у нас нет, на то, что у нас есть. Вы понимаете? Вообще, на самом деле, первый путь к несчастью, вот самый, это начать себя сравнивать с другими. Потому что всегда найдется кто-то, у кого машина лучше, дом лучший, трава, она всегда зеленее по ту сторону забора. Если ты начнешь себя сравнивать с кем-то, это прямой путь к несчастью. Вместо того, чтобы это делать, и вместо того, чтобы думать, а у меня вот этого нет, а у них есть. Посмотри на то, что у тебя есть. Ты можешь ходить двумя ногами. Есть родственники любящие. Может быть, не у всех. Но вы понимаете, везде можно найти как хорошее, так и плохое. Так вместо того, чтобы думать, чего у тебя нет, смотри на то, что у тебя есть. Я приводил до этого пример, вот Советский Союз, да, вот те времена. Вы знаете, я думаю, что почему люди, одна из причин, почему благосостояние оно было меньше, но все были более счастливы и довольны, а потому что уровень у всех был приблизительно одинаковый. Я жил, может быть, и не богато, но у меня и сосед приблизительно так же. И вы помните вот это соревнование, там должна быть стенка, хрустальная посуда, слоники какие-то, там где-то какие-то салфеточки лежать. Сейчас мы смотрим на это и думаем, как, смешно. Кому это надо? Но люди в этом как бы вот участвовали, какие-то соревнования устраивали. Все должно быть как у людей. Машина, квартира, дача. Хрусталь. Но люди, я к чему это говорю, что люди, они не осознавали, что они живут не богато, не могу сказать бедно, но не богато, потому что вокруг был приблизительно тот же уровень. Сейчас ситуация кардинально изменилась. У нас за окном капитализм. Опять же, я опять не даю никаких оценок, да? Хорошо ли это или плохо, это факт. И в капитализме реклама – двигатель прогресса. И ты смотришь телевизор, и тебе объясняют, что на самом деле вот без нового телефона ты жить не можешь на самом деле. Более того, компании идут на ухищрение, да? Если слишком долго у тебя телефон работает, они его начинают переставать обслуживать, они замедляют его действие. Для чего? Для того, чтобы ты пошел и купил новый. Хотя, может быть, он тебе-то и совсем не нужен, но тебе объяснять, что тебе вообще совершенно необходимо. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Все знают. Формула С4 – то же самое, как уголь, углерод. Только давление нужно на самом деле. Вы знаете, да, что он горит очень хорошо. Если в камень бросить в огонь, он сгорит синим пламенем. Потому что химическая формула у него такая же, как у угля, так скажем. Ну или вот там графит, все это из этой серии, если кто химию учил. Но создать, знаете, то, без чего ты не можешь, то, что тебе нужно. И, наверное, это хорошо для бизнеса, но смотрите, что написано в Библии. Давайте мы посмотрим. Еврея 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». На самом деле у большинства,
кто сейчас здесь находится в зале, у вас есть Бог. И это на самом деле вообще все, что нужно. Потому что Бог, Он творец вообще всего на этой земле. И Он любящий Отец, написано. Ну и там дальше можно продолжать. Если Он отдал и Сына, как Он не даст вам и всего? Но, знаете, жадность – это просто желание всегда хотеть чуть-чуть больше. И просто конца и края в этом нет никогда. Ты думаешь, на самом-то деле я же такой, немного не надо, вот немножечко там машина будет получше, и все, и нормально, там чуть квартира получше. Но когда у тебя это появляется, и у тебя опять что-то, еще чуть-чуть больше. Много не надо, немножко. И конца и края этому нету. Оно всегда недостаточно. Жадность, она никогда не удовлетворена. Давайте мы посмотрим первое послание к Тимофею, 6 глава, 9-10 стих. «Желающий обогащаться впадает в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Это мы прочитали в синодальном переводе, да? Есть корень всех зол есть сребролюбие, то есть любовь к деньгам. Еще раз, деньги это нормально, это хорошо вообще. Без денег совсем тоскливо. Но любовь к деньгам, когда у тебя все на этом, корень всего. Жадность убивает благодарность. Если в тебе есть жадность, ты никогда не будешь благодарным. Всегда хочу чуть-чуть больше. Вы помните, о чем мы говорим? Мы говорим о том, чтобы сместить фокус с того, чего у нас нет, на то, что у нас есть, что мы имеем. Потому что всегда будет что-то, чего у тебя нет, чего тебе хочется. Но сосредоточься на том, что у меня есть, те благословения, которые у меня есть. И вот здесь то, что мы прочитали, как Павел, он говорил, да, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Я не знаю, может быть, у вас есть знакомые. У меня есть знакомые, которые когда-то были в церкви, когда-то были с Богом, но потом постепенно и то надо, и это надо. И они потеряли это. Они ушли, они преследуют совершенно другие цели. Желание получить богатство, оно увело их, да? Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Все знают это местописание, наверное, или слышали. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Здесь первое благочестие – это, то есть богобоязненным, быть с Богом и там соблюдать. И второе – и довольным при этом. Это прям великое приобретение – быть довольным. Я вам больше скажу, что благочестие, оно не может существовать без довольства. Жадность – это противоположность вообще удовлетворению. Жадность – это, знаете, когда человек, он отказывается быть удовлетворенным. Всегда сосредоточено на тем, чего у тебя нет. Вместо того, что нам что нужно сделать? Сосредоточиться или фокус свести на то, что у нас есть. Нормально все? Все хорошо, все живы, здоровы? Второй пункт, на что нам нужно сместить фокус, для того, чтобы нам воспитывать, культивировать благодарное сердце. То есть первое – это сместить фокус с того, что у нас есть, да, убрать с того, чего у нас нет, на то, что у нас есть. И вторая вещь – это, знаете, вместо того, чтобы стараться притянуть на себя все благословения и получить благословение,
сместить фокус на то, чтобы стать благословением для кого-то. В Библии написано, что блажение давать, нежели принимать. И на самом деле мудрые слова, если кто пожил и кто понял жизнь, он понимает, насколько это справедливо. Я сейчас разверну эту тему больше, да, но вы знаете, что истинное счастье человек получает, когда он что-то делает для других, когда он кому-то нужен, когда ты только все себе, я, мне, мое, вроде бы все получаешь, но как-то нет настоящего удовлетворения, нет удовольствия. Многие христиане, знаете, они приходят к Богу для того, чтобы Он служил им, вместо того, чтобы быть готовыми: Господи, используй меня для кого-то другого, чтобы быть благословением. Еще раз. Вместо того, чтобы получать, переключиться на то, чтобы давать. И это то, что вообще с христианством и с Библией вот не так. То, что люди в этом мире, они не понимают. О чем ты говоришь? Это, знаете, как написано, что это безумие для этого мира. В смысле, я буду как-то давать, и я буду радостный, счастливый. Сейчас наговоришь что-то тут мне, ага. Но вы понимаете, нет, о чем я? Хоть кто-нибудь? Кто-то переживал это? Ведь это истина. Да? Парадокс заключается не только в том, что чем больше мы имеем, тем менее благодарными мы становимся. Но чем больше я имею, тем больше я еще это все и сохранить для себя. Я вот приводил пример, вот Камбоджу, например. Знаете, когда у людей особо ничего нет, им как-то и поделиться не жалко. А когда у людей есть много чего, ну как-то... Чем больше у человека есть, тем больше он хочет сохранить это для себя. И в современном мире вообще, ну, у нас везде пропагандируется капитализм. А сама его природа, она заточена на то, чтобы получать больше. Часто, когда, знаете, у нас сейчас, вот, ну, например, вот звезды спорта, особенно, ну и у нас тоже, и за границей наши также уезжают, играют где-то, они получают миллионы. И не рублей. Очень много. То есть на самом деле, если жить обыкновенной жизнью, ты за всю жизнь столько не потратишь. Но периодически у них случаются забастовки. Когда вся лига, например, какая-нибудь, уходит на забастовку. Почему? Потому что они требуют больше зарплат. Потому что недостаточно. Нужно больше. Если, например, спросить людей в той же Камбодже и показать наш уровень жизни, который ты думаешь, ну, может быть, он какой-то, как-то я скромно живу. Но если ты привезешь этого босоногого с пальмовым листом, для него это будет просто рай на земле, пока зима не настанет. Вы понимаете, о чем я? Но если он посмотрит на уровень благосостояния, то, что у нас есть, все познается в сравнении. Но нам нужно перевести свой фокус с того, чтобы притягивать на себя все благословения, для того, чтобы стать самим благословением для кого-то. Я вам точно говорю, если ты получишь все деньги,
который ты когда-либо только мечтал, и который ты на всю жизнь не потратишь, это не принесет тебе счастья в жизни. Материальный комфорт, да. Многие заботы, они уйдут, это точно. Другие появятся заботы. Как сохранить? Добавятся другие заботы, но счастья точно не принесет. Только когда ты вкладываешь свою жизнь в жизнь других людей, в твоей жизни появляется какая-то цель. Твоя жизнь начинает обретать смысл. Если ты никаким образом вообще не вкладываешь свою жизнь в других, смысла нету. Часто люди его не видят. Нету такого вот восполнения, знаете. Мы находим жизнь, когда мы отдаем ее другим. Матфея, 10 глава, 39 стих. Иисус говорит об этом следующим образом. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Отдай свою жизнь Богу, живи для других, и жизнь, она вернется к тебе во 100 крат, гораздо полнее. Все будет. Сохрани свою жизнь для себя, и жизнь твоя сожмется к ничтожно малому и просто к смерти. Вы знаете, что Иисус, Он говорил, давайте посмотрим Марка, 10 глава, прочитаем 43-45 стих, но сначала Он говорит, что вы знаете, что в этом мире начальники, они главенствуют над вами, да, и там указывают вам, но дальше смотрите, что Он говорит. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий, это Он про себя говорит, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус был совершенный пример, который мы можем взять, что Он отдал себя за других. Еще знаете, я вам что скажу? Когда ты служишь кому-то, твой мозг, он переключается с тебя, с твоих проблем, на других. Тебе очень жалко себя. Жизнь не задалась. Проблемы одолевают. Сходи в больницу куда-нибудь. Хоспис, где люди лежат. Я тебя уверяю, произойдет переоценка ценностей, как у этого парня, которого я рассказывал, когда его жизнь не устраивала и все в жизни было плохо. Пройдет немного времени, и ты поймешь, что насколько много у тебя есть, что ты можешь ходить, дышать, ну и так далее. Вы помните, есть такое место в Библии, когда Иисус, Он исцелил человека, который был одержим бесами. И Он ему сказал, что он хотел ходить за Иисусом. Он говорит, давай я буду ходить за тобой, буду следовать. Но Иисус ему сказал, что вернись к себе в деревню и расскажи всем, что Бог для тебя сделал. И знаете, в этом тоже такая вот мудрость. Исцеление, оно бы не было завершенным до конца, если ты не начнешь приносить благодарности, если не будешь служить другим, если не расскажешь. Вообще вся суть Писания, и часто, когда Бог, Он говорит, Он всегда говорит о том, что мы должны сместить фокус с нас самих, со своей жизни на других. Все, что мы не делаем для того, чтобы мне стало теплее и лучше. Но мы
смотрим на других, но в этом-то и заключается удивительная вещь, что когда ты поступаешь так, ты заботишься о других, становится хорошо тебе. Знаете, в семье то же самое, когда муж и жена. Не только потому, что они одна плоть, то есть одно целое. Но если ты пренебрегаешь своей женой, гнобишь ее и так далее, я тебя уверяю, тебе аукнется. Тебе же хуже будет. И то же самое с женой. Заведешь бензопилу и будешь его там... Потом удивляешься, что он домой не хочет идти. Все время то ли на рыбалке, то в гараже проводит. А мне поговорить хочется. Вот понимаете, да, то есть нам нужно восполнять нужды других, друг друга, и тебе же будет лучше. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Еще раз, Колоссянам 3 глава, 23-24. Иисус говорит: «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Итак, две вещи мы прошли, да? Сместить фокус с того, что у меня нет, на то, что у меня есть. И вторая, сместить фокус с того, чтобы притягивать все благословения для себя, на то, чтобы стать благословением для кого-то. Это то, как культивировать благодарное сердце. И третье, то, что нам нужно, куда сместить фокус, как верующим, это понимать то, что на этой земле это еще не конец. У нас есть еще что-то, что нас ждет. Нечто большее. Сместить фокус с этой земли на вечность, потому что Бог нам обещал вечность. Все что-то головы опустили. Вы вообще верите, нет? Товарищи верующие. Жизнь, она хороша. Но она может быть такой тяжелой здесь на земле. Кому-то повезло, кому-то меньше в жизни. С родителями, с воспитанием, с обстоятельствами, с какими-то вещами. Но проблемы, они всегда возникают. Утраты какие-то, катастрофы, катаклизмы, они постоянно случаются. И если этот мир, это все, что у нас есть здесь на земле, ребят, я вам скажу, у нас есть причина для паники и беспокойства. Но Павел пишет, да, первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Мы служим Богу, который победил смерть, который победил этот мир и который готовит для нас лучшее место. У нас есть надежда на будущее. Кто-нибудь скажите что-нибудь? Да, то есть согласны. Послание евреям, вы знаете, да, 11 глава, где герои веры все описываются. И этот мир, он был нехорош для них. Многие их надежды, желания, они не исполнились, то, что они хотели. Но дальше, вот давайте мы посмотрим, 11 глава, 13 стих. Там всех перечисляется, вы помните, да, начиная с Авраама. И потом, все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Давайте 16 стих теперь. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Давайте еще 2 Коринфянам, 4 глава, 8 стих, а потом 16-18.
2 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Посему, дальше 16-18, посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном переизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно». Давайте еще раз. Филиппийцам, 4 глава, 6-8 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Дальше. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Когда мы имеем надежду на вечность в своем сердце, мы понимаем, почему Библия говорит следующее. Давайте посмотрим еще. Ефесянам 5 глава, 19-20 стих. «Назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными», то, что мы делали сегодня с утра, «пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Ну и давайте дальше. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-19 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Далее важно. «Духа не угнетайте». Вы знаете, что радость – это что? Это плод Духа. Поэтому если посмотреть и пойти от обратного, если, у каждого в жизни могут быть какие-то периоды, горе случается, трагедия какая-то, и тогда, понятно, мы горюем. Но если в общем и целом ты не радуешься по жизни, ты не благодарный человек, то можно сказать, что что-то не так с твоей духовной жизнью. Вы понимаете? Радость – это плод Духа. Кто-то может сказать, что если я постоянно радуюсь, как бы потом плакать не пришлось. Знаете, в суеверие люди впадают. Не, я не буду радоваться. Но я тебе скажу, что беспокойство, оно, или неудовлетворение, недовольство, оно не помогает держать проблемы от того, чтобы они пришли в твою жизнь. На самом деле еще больше проблем становится. Но если ты верующий, ты христианин, ты не должен взращивать дух уныния. Это плохо. Вы знаете, что это вообще грех против Бога. На самом деле это недостаток веры в том, что Бог, Он благой, то есть хороший. И Он дал нам на самом деле хороший мир для того, чтобы мы в нем жили. Я опять так много говорю, что мне кажется, я все извилины заплел уже вам, нет? Нет? Нормально еще, пока все складывается? Или уже у нас часы убрали просто оттуда? Поэтому мы до вечера можем сидеть как бы. Я же не вижу, во сколько заканчивать. Но я уже закончил, я не знаю, все, что я хотел сказать. Первое, для того, чтобы нам культивировать. Вы согласны, мне не нужно вас убеждать, что очень важно в жизни быть благодарным. И это не зависит от достатка, от каких-то вещей. Знаете, Костомарова приводил вам, да, меня просто поразил вообще сила его духа и его оптимизм. Казалось бы, он спортсмен, там, олимпиады выигрывал, он участвовал во всех там этих, и у него отняли руки и ноги.
И он благодарен. Я вам хотел привести пример, знаете, вот тоже, помните, была такая мать Тереза, верующая, которая, ну, в католической церкви, и она посвятила себя тому, что она занималась благотворительностью, да. То есть они в Индии кормили, ну, много всего делали, и там очень много нищих, и просто она как-то приводила, знаете, такое воспоминание, что они ходили, они служили бездомным людям, и, ну, вот в Индии, я не знаю, до сих пор есть места, где люди, они реально с голода пухнут, но был там и великий голод, то есть вы знаете, что Англия, Индия это была колония Англии долгое время, и, ну, не очень хорошие вещи там происходили во время истории, в том числе был прямо голод. И вот она вспоминала, писала, то есть когда еще была жива, она, знаете, она умерла, уже ушла на небо, но в конце жизни она вот писала мемуары, она говорила, что они с сестрами ходили, они вот шли, увидели там вот, ну, 4 женщины, которые лежали, они вот уже умирали от голода, в прямом смысле, ну, в смысле, им было плохо. Она говорит, вы позаботьтесь, говорит, о 3, вот там сестрам отдала. И говорит, а я возьму вот эту, которая выглядела хуже всего. И вот она его притащила, у них там какой-то вот, ну, приют был, принесла там одни кости. И, говорит, я ее ложила в кровать, ну, положила ее, накрыла, обтерла чем-то там, губы как бы. И она, говорит, взяла меня своей костлявой рукой, посмотрела так и сказала, спасибо. И умерла. Практически сразу, да. И вот сама эта мать Тереза, она потом пишет, он говорит, вот это ее спасибо, вот она мне, говорит, улыбнулась, я поставила себя на ее место. Вот если бы я так умирала, и меня кто-то подобрал, да, и мне, ну, она пишет вот в воспоминаниях, она говорит, что я бы, наверное, захотела вызвать какое-то сожаление. Я бы сказала, мне так плохо, мне так больно, или еще что-то. Но она была благодарна, что кто-то проявил о ней заботу. Вот в этот конкретный момент. Не жаловалась ничего. И потом вот мать Тереза, она, знаете, ну, она писала, что это то, как я хочу умереть, независимо от того, какие будут обстоятельства вокруг. Но не жаловаться, не ныть. Чтобы не был горький дух. Но я хочу умереть с благодарностью на моих устах. И она говорит, что если я смогу это сделать, то тогда это вызовет улыбку не только на моем лице, но и на лице Бога. Ну, это то, что она писала. И я солидарен с этим. Вы знаете, как важно иметь благодарное сердце. Давайте мы будем культивировать это. Давайте мы будем благодарны Богу и делать то, что Он говорит. Всегда и за все благодарите Бога. Открывайте перед Ним свои желания, но будьте благодарны. Аминь. Сделайте так. Все закончилось. Можно музыкантов попросить прийти на сцену? Давайте мы еще Бога прославим. Вот, я забыл. Мы же еще не все инструменты купили. Я забыл, вот ведра стоят. Вы знаете, что мы существуем на пожертвование. Пожертвование – это то, что мы приносим, даем. Пожертвование, десятины, также будет сейчас возможность. Мы делаем это, можно делать в электронном виде, можно старым дедовским способом, хрустящими бумажками. Да. Пусть Господь благословит каждого, кто дает. Вы не вставайте, я помолюсь тоже. Хорошо? Пока. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, кто когда-либо давал, кто дает и кто верен в этом. И я прошу Тебя, Господь, благослови каждого, чтобы ни в чем не нуждались, чтобы на все хватало, чтобы все расходы они были покрыты. Господи, я прошу Тебя также, дай мудрости каждому человеку в нашей церкви
в том, как распоряжаться деньгами, как распоряжаться финансами, чтобы, как написано, не быть никому ничего должными, кроме взаимной любви. Пусть это будет реальностью в нашей церкви. Разрушаю всякие долги, пусть все с ними рассчитаются и не влазят в новые. Пусть будет так. Аминь. Давайте мы Бога еще прославим с благодарными сердцами. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословение не сливаешь, чтоб славить мне, где бы ни был, что б ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословение не сливаешь, чтоб славить мне, где бы ни был, что ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Благословить тебя, мой Господь, благословить тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, мой Бог. Аллилуйя! Раз. Что? Да?
У нас тут просто есть просьба, кто-то у нас уезжает в ближайшее время, давайте мы помолимся. Кому-то предстоит дорога, выходите, мы благословим вас, помолимся. Вообще у нас официальная часть закончена. Мы будем расходиться, но если кто-то, вы куда-то едете и вы хотите, чтобы мы за вас помолились, благословили, можно выйти.